Ну, самое главное, вы уже сформулировали, это действительно возвращение Америки на мировую арену, мировую политику. Почему Трампа так любили в Кремле? Ну, и почему такой страшной потерей стало для них поражение Трампа? Вот истерика московских ток-шоу продолжалась после сегодняшнего дня. Они все время на что-то надеются. Дело не в том, что Трамп был русским агентом в банальном смысле этого слова. Все намного было хуже. Дело в том, что у этого безграмотного человека был некий такой случайный набор внешнеполитических концепций, это слишком громко для него слово, понятий, которые идеально совпадали с потребностями Кремля. Понятия заключались в том, что Америка, вот это его лозунг «America First» означал, что Америке не нужны никакие союзы. Он воспринимал Америку как некий хозяйствующий субъект, который должен из всех партнеров выбивать бабки. А вот если бы ему кто-то сказал, что президент Соединенных Штатов является лидером Запада и лидером свободного мира, он просто бы не понял, о чем ему говорят. Он не знает смысла этих слов. И он успел потрудиться достаточно за 4 года по разрушению НАТО, по разрушению всех западных союзов. Это все, что было прописано еще в коммунистических советских прописях с дедушки Ленина, что мы должны, товарищи, разжигать межимпериалистические противоречия. Так тут даже хуже. Трамп речь шла не о межполитических противоречиях, а Трамп просто отрицал значение Европы, Японии, Южной Кореи как союзов. Все это очень работало на планы Москвы и поощряло их наполеоновско-гитлеровские, я бы сказал, планы, особенно после их первого успеха в Крыму, там, возвращение исконных земель в Прибалтике и так далее. Так что в Москве, в Кремле глубокий траур.